В завершении выпуска новости спорта Мирнинский мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса» дважды победил грозненский «Беркут» в матчах 11-го тура первенства России среди команд высшей лиги. Оба матча завершились с разгромным для гостей счетом 9-2 и 10-1. За ходом встреч наблюдал Александр Шершуков. «Алмаз Алроса» продолжает оставаться безоговорочным лидером первенства России среди клубов высшей лиги. Не огорчили своих болельщиков мирнинцы и в этот раз. Гостям из Грозного хозяева площадки устроили по-настоящему горячий прием. Первую игру «Алмаз» выиграл со счетом 9-2, ведя после первого тайма 6-1. Хозяева завладели инициативой с самого начала встречи, огорчив голкипера грозненцев уже на второй минуте. Походу, игроки наши подустали, ну и работы у меня стало больше, соответственно. И несыгранность еще. Как-никак новая команда, новые парнишки. Первый год в высшей лиге. Ну, наберемся опыта, надеюсь. Во втором матче «Беркут» также не смог оказать «Алмазу» достойного сопротивления. Хозяева площадки продолжили играть в свою игру. При счете 7-1 алмазники и вовсе приступили к тренировке. Команда оттачивала игру в 5 полевых игроков. Счет позволял что-то отрабатывать. У нас впереди выезд в Ишим. Сложный такой довольно выезд, 2 матча. Поэтому постарались наиграть и 5-го, и что-то попробовать, какие-то комбинации. Итог 10-1. Гости смогли ответить лишь единожды. Отличился Андрей Масляный. Причина поражения очевидна, то есть команда соперника «Алмаз Алроса» сильнее классом, выше классом, лучше готова. Поэтому стоит отдать должное команде соперника в первую очередь. Набрав в 22 матчах 54 очка, «Алмаз Алроса» продолжает удерживать первое место в турнирной таблице первенства России. На 9 очков мирнинцы опережают ближайших преследователей – Сургутский «Факел» и безоговорочно имеют путевку в плей-офф чемпионата.